Следующая тема у нас, кем являются ли казахи и нагайцы одним народом, или это все-таки родственные, но разные народы. Так, ну давайте начнем с того, что нагайцы и казахи это родственные, но разные народы. Этногенез этих народов начинался и развивался в разных регионах Евразийской степи. Предки этих этносов формировались в пределах средневековых государств Улус-Джучи и Улус-Чагатая. Причем основное ядро предков нагаев сформировалось в западном, правом, так называемом крыле Улуса-Джучи. Это удел Бату, так называемая Белая Орда. Предки же казахов сформировались в восточном или левом крыле. Это удел Орды Ичена, Улуса-Джучи. А также в их этногенезе участвовали племена, выходцы из Улуса-Чагатая. К последним, в частности, относятся представители старшего жуза. На это указывает казахстанский историк, профессор Амантай Исин. В последнее время популяризируют такую гипотезу, что младший жуз и имеет нагайское происхождение. Это пытаются аргументировать наличием племенных объединений Алчин в составе Астраханского юрта, Большой Орды, Нагайской Орды и младшего жуза. Но алчины были и среди 92 племен ханства кочевых узбеков. А по историческим источникам нам известно, что предки казахов в 1460-х годах вышли под руководством султанов Джанибека и Кирея именно из состава узбекского ханства Абулхайра. Современная наука генетика также не подтверждает генетическую близость нагаев и казахов младшего жуза. Из работ казахстанских ученых и генетиков, таких как Максат Жабалгин, Жаксалык Сабитов, мы знаем, что у представителей младшего жуза доминируют центральноазиатские гаплогруппы C3C. Причем доминирование доходит до 90-92% всего населения, то есть от общей численности. Нагайцев же эта гаплогруппа C3C колеблется на уровне 12%. Также у нагайцев преобладают домонгольские гаплогруппы, такие как R1b, R1a, G2 и другие. Это связано с тем, что в этногенезе нагаев участвовали автохтонные народы западной части Евразийской степи: аланы, сарматы, печенеги, черные клубуки, половцы. Кандидат биологических наук Баязид Юнусбаев дает сигнал проникновения центральноазиатских генов к нагайцам концом 17 века. Это период прихода калмыков в западную часть Евразийской степи. У предков же казахов этот сдвиг, или так называемый адмикс, был зафиксирован намного раньше, конец XII, начало XIII веков. Кандидат исторических наук Юлдаш Юцупов также в своих работах говорит о различии генофонда нагаев и казахов. Указывает и родоплеменной состав казахов младшего жуза и нагайцев Большой Орды. Такие родовые объединения, как Месит, Англы, Барын, Киличи, Борлак, Кинегес в составе младшего жуза отсутствуют. У нагаев они имеются. Некоторые исследователи пытаются вывести общее происхождение нагаев и жителей младшего жуза наличием общего фольклора, в частности, героических эпосов. По исследованиям Жаксалыка Сабитова,
Ногайские эпосы попали в младший Жуз в конце XVIII века, а сформировались они в Козыевой Орде, что на Кубани. Предки родового подразделения Ногай-Казак в конце XVIII века попали в младший Жуз. Именно вот с ними данные эпосы и попали в западную часть Казахстана. Мурын-Журау знаменитый, у которого фольклористы записали эпос Кырымның қырық батыры, 40 богатырей Крыма, был потомком Ахуна Казакая, кундурского нагайца, бежавшего к казахам после Пугачевского восстания. Одним из доказательств того, что алшины младшего Жуза – это выходцы из узбекского ханства, является наличие общих с узбеками слов, например, таких как Емес, Кесе, Шашадым, Айна, Нан, Кичкентай и так далее. Также к этому можно отнести такой, например, обычай наливать, допустим, гостю неполную чашку чая. Да? Он имеется как у казахов, так и у узбеков. Кстати, все группы нагайцев пьют плиточный зеленый чай с солью и молоком. У представителей младшего Жуза этого обычая нет. Есть отличия также и в одежде, как мужской, так и женской. У нагайцев мужчины носили смушковые шапки, бörk, чикмень половецкого типа, приталенный, без запаха. У женщин бобровые шапки высокие, кундыз-бörk, тастары, носовые, кольца, алка. У казахов же мужчины одевали чапан среднеазиатского типа с запахом, не приталенный. На голове была шапка тмак с околышем. У женщины носили такой головной убор, как замужние женщины носили такой головной убор, как кимешек. Кстати, он имеется как у казахов, так и у киргизов. У всех групп нагайцев были распространены мужские танцы. У казахов младшего Жуза мы их не наблюдаем. У кубанских и астраханских юртовских нагайцев было развито оседлое земледелие. В младшем Жузе мы этого не наблюдаем. В 1801 году по указу императора Павла I султану Букею с 5000 семей было разрешено перейти на земли междуречия Яйка и Волги. До этого периода никаких источников о пребывании в этом регионе представителей младшего Жуза мы не находим. Также мы считаем, что говорить о том, что вот в средние века кочевники могли ходить со своими стадами по степи без всякого контроля, тоже не имеет под собой никакого обоснования, потому что все территории степи в то время была распределена между различными народами, племенами, родами, причем каждый род имел свои четкие миграционные маршруты, имел свои, зимовья, кышлык, свои литовки, джайлау, и попытки там, перейти с одной территории на другой были чреваты конфликтами. Поэтому говорят о том, что, допустим, предки казахов проживали в том же хазарском каганате, это не имеет никакого обоснования, по крайней мере, нет фактов. Тем более мы знаем, что те же самые хазары имели комплексное вид хозяйствования, и одним из основных видов хозяйства у них было это оседлое земледелие, поливное. В Нижнем Поволжье традиция оседлого поливного земледелия на данном этапе имеется у астраханских юртовских ногаев. Заявление о том, что Астрахань основал казахский хан Джанибек, также не имеет никаких исторических подтверждений. Астрахань известна
со второй половины XIII века, а хан Джанибек бин Барак жил в XV веке. Также не имеет оснований, например, называть поэта Хастугана Сюйны Шуле современником этого хана. Дело в том, что Хастуган был ногайским мурзой, родился под Астраханью в XVII веке, был представителем племени Едисан, и ушел он не на восток, а на запад, к берегам Кубани. И этому служит, значит, доказательством как сами стихи данного поэта, так и, значит, документы из Астраханского губернского архива. Академик Российской академии наук Анна Владимировна Дыба, тюрколог, лингвист, сообщает, что язык ногайский изначально был западно-кипчакского происхождения, а после ряда переселений испытал влияние восточных групп. Причем вот эти деления, про которые мы говорили, про деление на западные и восточные крылья, да, на правое и левое крыло, и вот на эти группы, оно в основном исследователями многими, значит, проводится по реке Яик. Яик, или современный Урал, как раз являлся вот этой самой границей, которая разделяла вот эти два ареала обитания данных народов. Для российских казахов в целом, а астраханских в частности, взамен навязываемому казахстанскими идеологами курсу нужен иной концепт. Большие плоды может принести актуализация наследия Букеевской Орды, вассального ханства в составе Астраханской губернии. Оно было наиболее интегрировано в Российскую империю, было наиболее прогрессивным и достаточно сильно и позитивном ключе взаимодействовало с русскими, татарскими, башкирскими, ногайскими и другими соседними народами и имело ряд отличий от прочих казахских этнообразований, что подразумевает особую, более чем 200-летнюю историю и ментальность российских казахов.